Перед вами лист бумаги. Этот диктант проводится в тестовом формате. Утро в Симферопольской школе имени Шрефа Шемьизаде начинается с диктанта. Ученики с 5 по 11 классы проверяют уровень знаний крымско-татарского языка и культуры. Третий вопрос. Какая самая большая пещера в Крыму? Пещера. 22 вопроса и 3 варианта ответов. Они о языке, культуре, топонимике, истории и обычаях крымских татар. Все это на родном языке. На все задания 10 минут, за каждый правильный ответ 5 баллов. Всего школьник должен набрать 100. Мне понравились вопросы по сказкам, названиям городов и главным праздникам мусульман. Сурия Баирова, ученица 8 класса, считает диктант интересным и познавательным. Нужно чаще проводить такие диктанты, потому что они укрепляют наши знания о нашем языке, о наших традициях. И поэтому для меня было несложно написать, и мне очень даже понравилось. Диктант пишут дети разных национальностей. Ученик 6 класса Анатолий Ребедюк с легкостью прошел тестирование на крымско-татарском языке. Вначале вопросы идут слабые, а вот в конце уже идут более дорастающие и сложнее. И вот так отвечали. Диктант посвящен Дню крымско-татарской письменности и культуры. В республике его проводят впервые. Организаторы считают, что родной язык каждого народа – это основа национальной культуры. Я желаю всем нашим детям и взрослым жить под девизом, который завещал нам великий крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский. «Фикрде, тильде, иште, брлик». Единство в помыслах, языке и деяниях. Свои знания проверили и взрослые. В Симферопольской школе имени Алими Абдынановой диктант написали педагоги и общественники. Это более 90 человек. Среди них и активист микрорайона Акмечеть Нариман Аблязизов. Сегодня он использовал знания, приобретенные за годы учебы в школе и университете. Показатель маленький того, что нам надо нашим языком заниматься, нашей историей заниматься и нести в наши массы, в первую очередь, крымско-татарского народа, познание языка. Вопросы к тестированию разработали методисты. Диктант проходит при поддержке Госкомнадзора. Организаторы надеются, акция станет традиционной и ее поддержат все регионы Крыма. Уверена абсолютно, что эта акция примет долгоиграющий характер. То есть этнодиктант, этот праздник, если мы будем проводить ежегодно на уровне региона, то в нем примут представители всех национальных школ Крыма. Их достаточно много, порядка 18. Результаты тестирования объявят сегодня вечером. Победителей наградят почетными грамотами. Айша Шулакова, Наджия Исаева, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет.